Телеурок. Здравствуйте, ребята! Очень рада видеть вас на уроке русского языка. Наш Кыргызстан – чудесный край родной. Здесь все красиво, все цветет весной. В роскошном золоте купается земля, когда приходит к нам осенняя пора. Какие прекрасные слова о нашей родине – Кыргызстан! А тема нашего урока сегодня – предложение и текст. На уроке мы узнаем, чем предложение отличается от текста. Мы научимся самостоятельно находить признаки текста и делить текст на части. Мы сможем самостоятельно выделять тему и главную мысль текста. Давайте вспомним, ребята, все то, что мы знаем о предложении и тексте. Сначала давайте вспомним, что такое предложение. Предложение – это слова, связанные между собой по смыслу. Предложение начинается с большой буквы и заканчивается определенным знаком препинания. Если мы хотим просто сообщить о чем-то, то в конце предложения мы ставим точку. Если мы хотим спросить о чем-то, вопросительный знак. А если мы хотим выразить удивление или восхищение, то мы поставим восклицательный знак. Из предложения, ребята, можно составить текст. Текст – это не просто разные предложения. Чтобы получился текст, предложения должны быть связаны между собой. Текст должен быть закончен, у него должен быть логичный конец. У текста, ребята, должно быть начало, середина и конец. Начало текста подготавливает читателя к основной части текста. Основная часть текста самая важная. Она рассказывает нам главную информацию о тексте и выражает главную мысль. Концовка текста рассказывает о том, чем закончится текст. Она подводит итог текста. Телеурок. В каждом тексте, ребята, можно найти тему и главную мысль. Тема всегда отвечает на вопрос, о чем этот текст. Текст может быть о друге, о доме, о каникулах. А главная мысль всегда отвечает на вопрос, чему меня учит этот текст. Главная мысль может звучать так. Нужно помогать старшим, любить свою родину. Нельзя оставлять в беде человека. Когда спрашивают, на каком языке я думаю, то даже не знаю, что ответить. Оба эти языка для меня как правая и левая рука. Это дар истории, это дар судьбы. Если человек свято чтит свой язык, он никогда не отречется от знания других языков. Для кыргыза эти два языка как два крыла.
Знать только один язык сегодня уже должно быть стыдно. Так, ребята, говорил великий кыргызский писатель Чингиз Айтматов о родном кыргызском языке, а также о русском языке. Скажите, можно ли назвать это текстом? Да, ребята, это текст. В нем есть предложения. Все предложения связаны между собой. Он большой. А главное, этот текст учит любить свой родной язык и уважать, знать и владеть русским языком. А теперь, ребята, посмотрите на следующее задание и давайте найдем, какая тема и главная мысль в этом тексте. Алтынбек очень любит мороженое, но мама не разрешает ему есть много. «У тебя будет болеть горло», – говорит мама. Но однажды Алтынбек не послушал маму и на дне рождения друга съел 3 мороженых. На следующий день у Алтынбека сильно болело горло. Теперь у него ангина. Тема этого текста, ребята, Алтынбек и мороженое. Главная мысль – нужно слушать старших. Зная тему и главную мысль текста, его можно озаглавить или дать ему название. Обычно текст отражает главную мысль или тему текста. Давайте посмотрим, какой заголовок можно дать нашему тексту. Мы можем текст озаглавить так. Алтынбек и мороженое. Как важно слушать старших. Что случается со сладкоежками? Не будь жадным. Телеурок. Текст может говорить один человек, а может и двое, и несколько. Когда текст говорит один человек, это монолог, а когда двое – диалог. Обрати внимание, в диалоге слова каждого участника пишутся с новой строки, и перед ними ставится черточка, тире. А теперь давайте потренируемся. Соедините тему и главную мысль. Я вам подскажу, ребята, тема, о чем текст, главная мысль, чему он нас учит. Внимательно, пожалуйста, ознакомьтесь с текстом задания. Правильно, ребята. Теперь давайте посмотрим на правильный ответ. Тема – новая игрушка. Главная мысль – нельзя быть жадным. Тема – высокое дерево. Главная мысль – нельзя лазить по деревьям. Тема – мальчик и спички. Главная мысль – нельзя играть со спичками. Тема у зубного врача, а главная мысль – много сладкого вредно для зубов. Тема мамин праздник, главная мысль – нужно заботиться о родителях.
Молодцы, ребята! Вы правильно сделали это задание. А теперь, ребята, вам надо найти предложение. Не забывайте, в предложении слова всегда связаны между собой по смыслу. Правильно, ребята. Маша, магазин, домой, я ем – это не предложение. Вы и с этим заданием тоже очень хорошо справились. На этом, ребята, наш урок окончен. Но все же давайте повторим все, о чем мы говорили на уроке. Текст состоит из предложений. Предложение состоит из слов. Предложение выражает законченную мысль. Слова в предложении связаны между собой. Первое слово в предложении записывается с большой буквы. В конце предложения ставится точка, восклицательный знак, вопросительный знак. Молодцы, ребята! Вы хорошо поработали на уроке. До новых встреч!